Условия получения травм у детей разнообразны. Это могут быть и падение детей на ровном месте или с высоты. Это и ранения острыми предметами, различные ожоги, а также неосторожно столкнувшиеся друг с другом сверстники. Лилиан именно по этой причине попал в больницу. Когда он играл во дворе со своими друзьями, мальчика нечаянно кто-то толкнул. Эта неосторожность и послужила причиной трещины кости руки. Мы играли, меня столкнули. Неудачно играли. Неудачно упал. Много детей, все детей во дворе там штук 15 игрались там, и как бы вот неудачно там его столкнули, и как бы упал на руку, и вот свернули руку, и все. Естественно, оперативно как бы. Ну, я ему компресс с ледом сделал. Ну, пока как бы сюда приехали. Здесь пришли сразу же, без очереди, там, срочно пошли, там, рентген сделали и сразу же гипс поставили, как бы. Большое спасибо ему. Другой житель села Кангас Камрадского района в этот же день попал в травматологию со своим несовершеннолетним мальчиком, который получил травму ноги. Отец рассказал нам о том, что ребенок инвалид, сам ходить не может. Так случилось, что упав, получил травму ноги. Он у нас не ходит. Когда ползал, нога попала между диванами. Он на пол пошел и получился перелом. Сразу врач нас обследовал, сразу гипсовали. Врач-травматолог Камрадской поликлиники Георгий Нягу назвал характерные травмы, с которыми дети обращаются чаще всего. При этом он рассказал, какова общая картина детского травматизма в районе, назвав причины, из-за которых дети получают травмы. Доктор объяснил, как оказывают первую помощь детям. Первая помощь оказывается еще родителями, родственниками, воспитателями, учителями на месте травмы. То есть первая помощь может быть ими оказана собственноручно. Это что? Наложить шину, приложить лед, вызвать скорую помощь, и ждать ее. То есть это первая помощь, которую может оказать любой человек на месте травмы. А дальше они уже приходят к нам, и мы здесь делаем все, что нужно. Рентгенографию, если нужно вправлять переломы, ставить гипс, тоже это все мы делаем здесь. Если необходимо оперировать, то вложим в отделение, оперируем. Как отметил врач-травматолог Камрадской поликлиники Георгий Нягу, родители, учителя и врачи должны постоянно проводить с детьми различные профилактические занятия. В первую очередь работа и забота родителей, учителей, и нас. То есть повышать уровень образованности населения и, само собой, что объяснять детям. Чего нужно делать, а чего не нужно делать. В мире ежегодно от различных травм погибают до 1000 детей. Это означает, что каждый час более 100 детей умирают от травм. Детский травматизм может быть предотвращен, но для этого необходимы совместные усилия общества и государственных структур, а также ответственность взрослых за своих детей, обучение их личной безопасности и самодисциплины.